Господи, дух Твой, землю обновит, дождь царя усёк, до сравненных сердцем, освяти обмыяние, песня славы хай завжди учить. Хай приходит дух Твой, землю обновит, дождь царя усёк, до сравненных сердцем, освяти обмыяние, песня славы хай завжди звучить. Слава Єсусу, який життя мне дав. Слава, бо только перший полюбив мене. Єсус, только Єсус Господь мой. Хай приходит Дух Твой, землю обновить, дождь царя усёк, расправленных сердцем, освяти обмыяние, песня славы хай завжди звучить. Хай приходит Дух Твой, землю обновить, дождь царя усёк, расправленных сердцем, освяти обмыяние, песня славы хай завжди звучить. Слава Єсусу, який життя мне дав. Слава, бо он только перший полюбив мене. Єсус, только Єсус Господь мой. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z ducha Twoim. Podczas этой святой мши молюся за парафиям. Для живых прошу Божьего благословения, потребных нас, ко здоровью души и тела, узрастанию Божией любви, а для помилованных радости життя вечного усупольности с усими святыми. Перепросим Пана Бога за наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласть в эту наисвятейшую охвяру. Spowiadаюся Богу Всемогутнему И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над
на себе грехи свету, принимает мир нашей, явися дичта рушайся, змилуйся над нами. О, только ты святый, только ты наш Пан, только ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвале, Бога Отца. Аминь. Молимся. Всемогутный Боже, вершиня всякой досконалости, наполни наше сердце любовью до Тебе и поможи нам возрастать у побожности. Покрывай, ласкаво заховай на все доброе, Распана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей владари приятности Духа Святого, Бог правдуще веки вечные. Аминь. Читание книги мудрости Сирока. Дитя, роби свои справы у покоры, и будет любить тебя человек богоугодный. Чем больше ты великий, тем больше покорным становися, и тады знойдешь ласку у очах Пана, великая могутность Пана, и праз покорных прославляется ён. Няма леку на нядолю ганарыстага, бо парастак зла пусціў у ім карані. Сердце разумного разважае над прыповестью, а мець уважливое вуха – гэта жаданне мудраца. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Боже, Ты подрыхтовал дом Богому. Боже, Ты подрыхтовал дом Богому. А справедливые нехай зрадуются и взвеселятся перед Богом, и триумфуют у радости. Спевайте Богу, славьте имя Его, радуйтесь перед Его обличием. Боже, Ты подрыхтовал дом Богому. Отец для сиротов и судья для вдовов, Богу своим святым живи. Бог рихтує дом для самотних, в'язнів виводить для щастя. Боже, Ти подрихтовал дом Богому. Щирий дощ послав Ти, Боже, подмацевал свою засмаглую спадщину. Твои створения там жили, у добрині своем Ты допомагал Богому, Боже. Боже, Ты подрыхтовал дом Богому. Читание послания до Гаврея. Браты, вы не приступились ни до намацального, ни до распаленного огня, ни до змроку, темры и буры, ни до гулу трубы и такого голоса словом, что ты, кто его почув, просили больше не звертаться до их непосредно. Вы же приступились до горы Сион и до города Бога Живого, до небесного Иерусалима, до безличия анёлов
до святочного сходу, до костола першородных, записанных у небесах, и до Бога судzi усіх, до духов праведных, які досягнули досконалости, до Єзуса, посредника нового заповету. Это Слово Божие. Дякуємо Пану. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Возьмите ярмо мое на себе, каже Павел, и научитесь от меня, бо я тихий и покорный сердцем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. И с духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia Pawłowie Łuki. Калі Езус прыйшоў у суботу дадому аднаго з кіраўнікоў фарысейскіх з'есці хлеба, яны сачылі за ім. Заўважыўшы, што запрошаныя выбіраюць першыя месца, расказаў ім прыповесць. Калі нехта пакліча цябе на вяселле, не сядай на першае месца, каб не аказалася, што нехта з пакліканых ім больш ганаровы за цябе, і каб той, хто запрасіў яго і цябе, не падышоў і не сказаў табе: саступі яму месца, і тады з сорамам павінен будзеш заняць апошняе месца. А калі цябе запросяць, прыйдзі і сядай на апошняе месца, каб той, хто цябе запрасіў, падышоў да цябе і сказаў: дружа, перасядзь вышэй. Тады будзе табе пашана перад тымі, хто сядзіць з табою. Кожны, хто узвышае сябе, будзе прыніжаны, а хто прыніжае сябе, узвысіцца. Пасля Езус сказаў таму, хто запрасіў яго: калі наладжваеш абед ці вечеру, не кліч сяброў тваіх, ні братоў тваіх, ні родных тваіх, ні суседзяў багатых, каб і яны не паклікалі цябе ў адказ, і ты атрымаў бы адплату. Але калі наладжваеш гасціну, кліч убогіх, калекаў, кульгавых, невідаючых, і шчаслівы будзеш, таму што яны не маюць як адплаціць табе, бо адплаціць табе у дзень воскрешення справедливых. Гэта слово Пана. Хвала Табе, Христе. Мартин Німлер, пастор, у годзе 1933 наведаў Адольфа Гітлера. Тады ўжо заўважыў, што Адольф Гітлер распачынае распаўсюджваць націзм. Прыйшоў, каб з ім паразмаўляць і сказаць, што яму гэта не падабаецца, што так не трэба рабіць. І з гэтага моманту Гітлер пачаў яго пераследаваць, нават яго замучыў. Але калі пастыр вярнуўся да хаты пасля гэтай размовы, жонка яго запытала: якія твае ўражанні ад спаткання з Адольфом Гітлерам? Ён гаворыць: перастрашаны чалавек, боіцца ўсё. І сапраўды, таму што баяўся, стаў тыранам, каб усе яго баяліся, каб свайго выгляду усіх астатніх страшыць. Сённяшняе Евангелие. Jesús Христос, калі убачыў фарысеяў, якія што рабілі? Выдвижалі фрэнзы, занимали першыя пачетныя месца, бились на гэтыя месца, і людзі занимали. Хто лепшае месца займе, каб паказаць, якія яны важныя. Бо чалавек, калі хоча быць важным, то ён на розныя спосабы хоча ў сваім жыцці
и залезть повыше и наплевать на то, что пониже. Бин Аллен, комик, в одной из комедий отыграл роль терапевта, психотерапевта, так можно сказать. Приходит до его пациент, и за якимсь разом главный актер звертается до пациента с доброй новостью. Говорит, маю для тебя добрую новость. Ты не такий кепский, ты вельми добрый. А ниже, чем узором всех людей. Комедия такая, черный юмор, черный юмор. Брати і сестри, Бог для нас хоче звернутися і сказати, що ми для Його все важні. І тому Ісус Христос звертає увагу і розказує такі приповіді з фарисеям, не того, як їх скритикувати, але як вони змінили свой погляд на життя, як вони змінили своє життя, так само, як захотіли над ним попрацювати. Есть такая байка про деревянный свет. В этом деревянном свете людики, и ты так само деревянная. И есть там такая традиция в этом деревянном свете. Есть там людики, которые ходят, когда кто-то добре поступая, то ему дают такую деревянную зорочку, якусь нагороду. А когда кто-то дрянно поступая, дают ему деревянный кружочек. І був там Пінчеліс, один такий дерев'яний людок, який в своєму житті по-розному поступав і назабирав вельми шмат цих дерев'яних кружочків. Але йому ж ці кружочки давали не тільки за те, що він 10 дрянно там поступив, або помилився, або 10 щось дрянно зробив. Вже навіть ніхто не звертав, просто хто ревів, приходив на його, нацеплював цих дерев'яних кружочків. І так, що у певному моменті він зрозумів, что он наихорший из усіх сел и расплакался. И з'явился в этом городе створитель этого города. Сам артист, який вдавил в этот город. Творца. Поглядел, что он плачет. Стало ему шкода этого деревянного хлопчика. Подошел, говорит, да его, видишь что? Я не мог помолиться. Ты не такий. И коли почув эти Пінчелі эту новость, вельми моцно обрадовался, и все эти деревянные кружочки начали от него сами отваливаться. Но что говорю это? Бог то для нас промовляет. Мимо того, что уже свет нас критикует, что нам Бог не помолился. И то, что мы сегодня робим, чем мы сегодня занимаемся, как мы поступаем в житті, это наше життя. И может другим это не подобается, может здесь мозолить в очи, что мы сбыт добрые, может кто-то сказал сбыт наивные в сучасном свете, может так легко верим у Бога, может и все свое життя ніколи його не убачим, бо його не убачим, але спознаємо його присутність посеред нас. Бог хоче сказати, що він не помолився, що нас створив, і що ми живемо у таким часі, у таким світі. И что мы теперь туда заходимся в этой святыне? В сегодняшней Евангелии мы чуем про апошнее место. Что это за апошнее место, про якое Иисус Христос говорит, занимать кожно? Коли отчиним оригинальный язык, почуем в оригинальном языке, апошнее место называется эсхатус, что означает апошнее, эсхатология. Czyli Jezus Chrystus звертає увагу на наше життя, як ми займали в нашому житті це апошнє місце, до якого ми покликані. Czyli для життя вічного. Незвичайне місце Ісус Христос у сьогоднішній Євангелії учить. Бо коли займемо апошнє місце, до якого ми покликані, чому апошнє? Бо сучасний світ не живе для життя вічного. Бо сучасний світ живе сьогоднішнім днем, сьогоднішніми справами, сьогоднішнім життям. Иисус Христос звертає увагу фарисеям, как они не шли сегодняшним днем, не собирали этих похвалов, ты, что можно себе, а не собирали этих апошних похвалов. И тому продає эти две приповести про апошнее место и про запрошенных на обед, как запрошали их, кто не платит.
Гэтай адплатай будзе сам Ісус Христос у нашым жыцці. Андрэя Масконі, скрипак, той, хто грає на скрипцах, кожен день у своєму житті має той самий ритуал. А який? 6 дней на тиждень, кроме недели, от понедельника до субботы. 12 месяцев на год, кроме одного месяца августа, когда выезжая на отпочить. З раницы устає, пригожо переодеется, белую кашулю, пригожую бабочку, найлепшую маринарку, якую має, і з раницы вандрує до ратуша, в яким знаходиться музей. В этом музее знаходятся розные речи, а ён ідзе толькі по некаторым. Ідзе по скрипцы, якія стаяць забравіраванымі сцёкламі, за толстыми дверями, каб іх ніхто не ўкраў. Ідзе у музей по розныя скрипцы сям'і Гетмані, Гаўрані альбо Страдывалюса. И ему открывают эти двери, открывают эти бронированные стекла, и он вытягивает каждый день все по черзе скрипцы. И на каждой из них играя от 6 до 7 хвилин. Навошта? Бо коли их не будешь уживать, то они расстроятся, рассохнутся и будут непридатны. А не хватая каждый день, как на них играть 6-7 хвилин, и на них можно затем выполнять простые мелодии. Пригожие. Не играя более что, играя пригожие мелодии. На что я это говорю? Братья и сестры, Бог нас створил, детьми Божьими. И как быть собравным детем Божьим? Треба быть как Андрея Маскони. Треба на нашем житті 6-7 хвилин посвятить Пану Богу молитве. И этого нам достатково будет, как мы не стратили у себе образ життя Божого, дитяті Божого, того самого життя, якое нам Бог передав через Христос. Але так само того самого, яким Він нас створив при створенні світу у постаті Адама і Єви. Как мы могли наново у себе открыть то, что для Бога каждый из нас верный. Веровать на Бога, Створителя неба и земли, усяко вашного имя вашего, и водиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, первоучими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не скорого, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас людей, и для нашего избавления, зашел с неба и вселовился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес по воле Писания, и взошел на небо, сядить праворушается, и снова придя в хвале, судить живых и померлых, и его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых и життя вічного в будущем свете. Аминь. Про Ісуса Христа, який з'являється для нас дорогою, правдою і життям, знячем до Бога нашої покорної молитви, молимся за святий костел, как идучи за Иисусом Христом, Он не похиснувся верою и вытривал во всех выпробованиях те проще,
Выслухай нас, Пане. Молимся за духовенство, как своей мудростью начерпало с крыницы Божьего Слова. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. За тих, хто не виконує Божих заповідей, капяни, убачили у їх добрину, клопот і любов Бога Небесного Отця. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. За людей, які покутують от п'янства капяни, знайшли у собі сили для переодолювання своєї слабості. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За дітей, молодь, наставників, вихователів, які розпочинають свій навчальний год, просячи для їх обсвітлення Духа Святого. Тебе просим. Выслухай нас, За нас Пане. собранных на этой Евхаристии, как мы завсёды шукали Божию волю и умели ее выполнять. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Добрый Боже, Ты постоянно наполняешь нас своими дарами учениками праз познания Твоей добрыни, научились любить Тебя, праз Христа, Пана нашего. Аминь. 235. Наши дары прими, что складаем нам благодарение. С верой на Тебя не просим, а дары любовью, хай душа тобой живет. Дай познать нам волю Твою, Пане, можем жить по воле Твоей. Песнями мы влюбиться не могли, тем мы песнями рукаем шлях нам освяти. Молитесь, как мою и вашу и отряда привел Бога и Отец всемогутный. Нехай Пан Бог прими офяру с рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Боже наш Отче, празднуем святой Ахвяре, дари нас Твоей лаской, как знак, как у нас исполнилась справа избавления, якая здійсняется в наисвятейшем сакраменте, праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с духом Твоим. Упору сердце. Узносим мы Пана. Дякуем Пану Богу нашему. Богом и справедливо. Заправды Богна это и справедливо, слушна и славна, как мы завсёды и всюди Тебе складаем подяку. Пане святый Войче всемогутный вечный Боже, праз Христа Пана нашего, Бою великости до грешного человечества, дарующий славным Марии, праз Твою руку на крыже избавил нас от вечной смерти, а праз Твое с мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому с ангелами, архангелами и усими святыми мы обещаем Твою хвалу, разом сими ускрикаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вершинах, благословленный Твой, кто приходит в имя Пана, осанна на вершинах. Заправды Божа Ты святый, крылица усялякой святости, тому уследности с усим костелом в первый день тытня, коли Иисус Христос воскрес и послал на апостолов Духа Святого, праз Христа просим Тебе, всемогутный Боже. Освяти дорогие дары, просуем Духа Твоего, как я не станется для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он
Kali dobrowolnie wydał siebie na muki, uziął chleb i podzięku Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom każdy. Wierujcie i jeszcze z tego się, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczery uziął kielich, znów Tobie podzięku składają, czy podał swoim uczniom każdy. Wierujcie i picie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowietu, jaka za was i za mnogich będzie prolita, dziela odpuszczenia grzechów. Geta czynicie na moją pamięć. Geta wielka tajemnica wiery. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего Христа хвале. Stolejczy śmierć do wypowiadania Twojego Syna, a chwalę Tobie, Panie, chleb życia i kielich stworzenia, dziękuję Ci, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, как всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Panie, благостёл Твой рассеянный по всем свете, удосконаливал любови, разом с Папом нашим Львом, Biskupом нашим Józefem i всем духовенством. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, jakie поснули в надежде на воскрешение и проси, кто в ласке Твоей отошел с этого света и дозволил ему мажить святого обличия Твоего. Просим Ciebie, zmiłuj się nad всеми нами, как мы заслужили удел życie wieczne, u jedności z Najświętейшей Bogorодицей Panной Maryjой, ze świętym Józefem jej obradnikiem, ze świętymi apostolami, świętym archaniołem Michałem, Janem, Pawłem II, błogosławionym Ojcem Bronisławem i всеми świętymi, jakie z wieku podawali się Tobie, aby z nimi i my chwalili i prosławiali Ciebie wraz z Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Raz Chrystus, Chrystowi u Chryście, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, u jedności Ducha Świętego, usia maszana i chwała, prazu się jak i wieczny ja. Amen. Молим się Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus, Ojcze nasz, Который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, ale zbaw nas od zła. Prosím Ciebie, Panie, zbaw nas, a wszego zła, daj łaskawa spokój u dni naszych, da pomoże nam miłosierności Twojej, jak my byli zawsze wolni od grzechu i zachowanym wszelkiego spokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Вот Твое владарство и моc и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój dаю wam. Prosi mnie, zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodnie z Twojej woli, darujcie mu spokojem i jednością, jaki żyjesz i władarisz na wieki wieczne ja. Amen. Supokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. I z ducha Twoim. Передайте ближнему знак супокою. Дорогу Божий, який береш на себе, грехи
Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру Божию. Пане, я не вартый, как ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Пане добрый, я будь прославленный повсюду костёла. Бог так безмерно ты полюбил нас, безмерно ты полюбил нас. Ты хлеб помножил на пустыне Божа, как мышья куда не по силы меры. Ты манной стал погромником голодных, для tych, что вечно быть с тобой хотели. Пане добрый ответ, будь прославленный повсюду костёлом. Бог так безмерно ты полюбил нас, безмерно ты полюбил нас. Его настало, радуются люди, соспела нива, пахнет свежим хлебом. Твоя дорога, земля вся наша будет, а где коммуне ты, кто сравни неба. Пане добрый ответ, будь прославленный повсюду костёлом. Бог так безмерно ты полюбил нас, безмерно ты полюбил нас. Ты нас своими назовешь рабами, стали мы здоровы, что ты загадал. Что без тебя чинить мы можем далее, вот и для нас житье и содержание. Пане добрый ответ, будь прославленный повсюду костёлом. Бог так безмерно ты полюбил нас, безмерно ты полюбил нас.
Пане, за прийнятий з Твоего стола Евхаристичний Васила, учені просим, как ты святый сакрамент умацовал нас у любові і заховал, і захватил на служение Тебе праз учинки любові на ближніх, праз Христа Пана нашого. Аминь. Объяву душпастерские 3 вересня у сироту спам'ять святого Григорія Великого, папы и доктора Костела. От сегодняшней недели, 31 жнивня, в нашей каплице отправляется святая имша дитячая у 12 годин. Захвочуємо записувати дітей на катехезу, ті, які не були записані у попередніх годах. На гэтым тыдні припадає перший уторок месяца день молитвы прав заступництва князя войск небесных, святого Архангела Михала, с набоженством после святой имши и с благословением на способ людский. Первый четверг месяца день молитвы об новых покликаниях до службы святацкой, законная пятница день молитвы до Наисвятейшего сердца Иисуса и в суббота до беззаганного сердца Марии. Дякую усім тим, кто допомагал при огороже в пятницу и в субботу, которые не могли. В субботу-то звонили, чи можем прийти в пятницу. Ну, конечно, ну що, можна, кожен день уже можна працювати. Ну і прийшли. Дякую мужчинам і жінчинам. Дякую вам, бо вже можна назиратися нашій каплиці здалека. Частей траву красить. Расклад адорации Пана Иисуса на этом тыдне от 14 до 19 каждый день. Адорация Пана Иисуса в Найсвятейшем сакраменте. Дякуем за ахвярование на будову, за супольную индивидуальную молитву, за спев на праву литургичную пробирание каплицы тем, кто дежурил. Помолимся за тих, хто на этом тыдне святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народив дітей. Помолимся за Андрея и Марину з нагоди сакраменту шлюбу и их сына Тимофея, его хрестных з нагоди хресту, за добродеев, веродавцев нашей парафии, так само обновы добродеев, вдовництва санктуария Божьей милосердности, и за нас, кожного, доручаючи вам особку опецы Мати Божией, Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погоршай молением нашим, и от усялякой злой приходы выбавляй нас завсюды. Анна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, судьяшальница наша, ты заступница наша, сыном своим нас поеднай, сыну своему нас доручай, сыну своему нас отдавай. Есть две новости, одна добрая, другая кепская. Добрая такая, что зараз поблагословлю вас. На этот кепский час дети вспоминаются в школе. А затем после огульного благословения, после молитвы до святого Архангела Михала, запрошаюсь на принять особное благословение и детей, и молодь, и наставников, и выхователей, коли кто ждает, конечно. На початку навчального года мы приходим у костелка просить об дары Духа Святого для детей, батьков, наставников и катехетов. Мы верим, что только дякуючи Святому Духа Святого мы можем познать правду про Бога, свет и про нас самих. Боже, Ojcze Всемогутний, криниця життя і мудрості. У святым Христе Ты учинил нас своими детьми и живыми членами Костела. Глянь на собраних тут дітей, молодь, наставників, вихователів, які на початку нового навчального года просять о Твоїм благословенні. Освяти їх розум, своїм святком і запали в їх серцях огонь Духа Святого, щоб вони познали правду і по прикладі Твоего Сына узрастали в мудрості і любові. Разом з усіми нами вчилися прославлять Тебе в супольності Костела. Благослови собраних тут дітей, молодь і прилади, які вони приносять з собою школьні, каб ті допомогли вони лепше спостерігали правду, добро і прихожость у створеному Тобою світі. Праз Христа Пана нашого. Амінь. Хто дьонники принос, можна доставати і написати. Нас окурить ласка
час навчання в школі, діти, сапраўды буде для вас добрим часом, як познати правду про створений світ Богом, про що маємо пам'ятати. І про це навчаємося так само час катехізації, які розпочнемо небавом в нашій парафії, так само часом пожиточним для нас. Примите Божие благословение, Пан с вами. И с Духом Твоим. Хай вас благословляет Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите у покое Христа. Дякуємо Пану Богу. Святый Архангел Михаил, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на злуку душнують по світі. Аминь. успеваем песню закончания и запрошаем уже принять благословение. 232. Молюся за тебе, Беларусь, за твоих отцов и сынов, как была война и любовь. Я молюсь, дорогой прошу. Пойдите на мире, Божие слово пойдите на завете. Божия радость войне в наше сердце. Да Бога любовь и доброта, Христова любовь. И хоть тяжкие дни снуют, и шмат злобою свежут дни, Божа край наш прошу, не вопи, заховая несчастья и гробу. Хай придет на мир, Божие слово пройдет на завет. Божия радость войдет в наше сердце. Да Бога любовь и доброта, Христова любовь. Хай придет на завет, Божие слово пройдет на завет. Божия радость войдет в наше сердце.